А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Как мы все знаем, соглашение по границе между двумя республиками было принято и подписан закон по возвращению незаконно отторгнутых чеченских земель из состава Республики Ингушетия. Чеченская сторона изначально призывала провокаторов к диалогу еще в 2018 году. تمونسلا ديون نوختي داخل تنشين لؤلؤ شو ديون بتش تل شغات سلا نوختي قوم تل شغات سلا ديون يوغي تريات لا مولا ديون مو سومن ديون وسيقلو دات دولم تديزر ديلي بارامرش ديون هات ظلم يدك انت تشامبو شو دك انت غوان دار قيق من شويه ديلات ديول شي حالتي مدق هذا شيء اي ما درس ديون إلي شين قصدوا لو شويك ديون باش خليات ديون مول ولا موليت ديون واخا ورو يوريست ولا يوريستيس واخا ورو بوليتيك ولا بوليتيكيس واخا ورу ديون. Но провокаторы из числа ингушей вместо того, чтобы сесть за один стол с чеченской стороной, начали устраивать митинги по всей Европе. Что примечательно, те ингуши, которые устраивали эти митинги, официально зарегистрированы в европейских странах под видом чеченцев. Так вот, что им мешает собрать всех своих ученых, мол, картографов, историков, юристов и всякие различные активисты, кричащие, что чеченцы забрали у них земли, и приехать на встречу с чеченской стороной. Сам подумай, дорогой мой друг, если ты уверен в своей правоте, то тебе нечего бояться или опасаться. А эти люди ни в какую не собираются встретиться с чеченцами перед камерами и перед всей страной доказать свою правду, выявить чеченскую ложь, как они пишут. Доказать, первое, земля действительно ингушская, второе, чеченцы действительно воры и преступники. Я задаюсь вопросом, дорогие наши братья и сестры ингуши, почему вы не желаете встречу с нами? А для адекватно разумно мыслящих ингушей, вы почему до сих пор не призвали своих активистов и не требуете от них, чтобы они встретились с чеченской стороной? Подумайте над этим. И пусть Всевышний разрешит этот вопрос между нашими народами как можно скорее, выявить лжецов и воришек. Идрис Абадиев призывает всех ингушей, проживающих в европейских странах, выходить на античеченские митинги. Европе галашка тайкрылдаса квариат шесто перед Европарламентом хатайка митинге законно филяну Ибрахимс. Митинг в Бельгии. Ибрагим, вы не хотите сказать несколько слов как организатор митинга? Скажите, почему вы решили организовать этот митинг? Кто-то хочет с лица земли стереть нашу республику, налево-направо раздает наши земли. Митинг во Франции. Какая-то акция у вас происходит, да? Да, митинг ингушей. А расскажите, что в чем суть? В том, что с самого начала митинг возник, что Евкуров продал земли, Кадырову говорят, из-за этого начался митинг. Ингушские земли. Мнение всего народа сегодня. Так сложилась ситуация уникальная, что весь народ является оппозицией. Вот. Скажите, почему вы сегодня сюда пришли? Салам алейкум. Я сегодня пришел сюда, чтобы выразить свой протест против репрессивных действий главы республики Ингушетия, против народа Ингушетии, протест против Митинг в Германии. Соглашения по передаче ингушских земель. Митинг в Финляндии. Цель данного мероприятия: мы собрались здесь, те, кому не безразлична ситуация в Ингушетии. Мы хотели бы зачитать свои требования
Основные 6 пунктов. Первое – это отмена соглашения о границе, которое было принято 26 сентября 2018 года. Митинг в Испании. Проблемы на востоке от Ингушетии, то есть уже с Чеченской Республикой, передав им земли, которые никогда в жизни им не принадлежали. Там нету ихних могил, там нету ихних памятников. То есть сам вот эту историческую часть Ингушетии берут и просто так передают другому субъекту, который не имеет к этому никакого отношения. А где сегодня эти провокаторы, которые громче всех кричали, что это ингушские земли, почему не отвечают на призывы Магомеда Даудова встретиться? Пусть знают митингуши, чеченцы готовы в любое время к диалогу. А то, что митингушские активисты избегают диспута с чеченской стороной, пища для размышлений, естественно, для нормальных адекватных ингушей.